день, дорогие друзья! В нашей школе существует традиция концертного исполнения лучших образцов театрального музыкального искусства силами учащихся. В разные годы со сцены школы звучали Руслан и Людмила Михаила Глинки, Золушка, Ромео и Джульетта Сергея Прокофьева, Щелкунчик Петра Ильича Чайковского, Чипполлино Карена Хачатуряна. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию музыкально-литературную композицию по страницам первого татарского балета «Шурале» Фарида Яруллина. Каких только чудес не было в стародавние времена в лесах, окружающих Казань. Говорят, что в самой чаще в дупле огромного дерева жил Шурале. Ох, и страшен же он был, весь покрыт шерстью, морда как у лося, нос горбом, острый рог во лбу, а на лапах длинные когти. Если кому-то из людей встречалось встретиться с Шурале, то леший мог защекотать этими когтями до смерти. Неподалеку, в деревне Кырлай, вместе со своими родителями жил молодой охотник Балтыр. Был он смел и ловок, да и собой пригож.
Былтыр ближе к ночи забрел в самую чащу леса и оказался у лесного озера, окруженного вековыми деревьями. Вдруг поднялась буря, деревья закачались, их ветви начали больно хлестать охотника. Как не смел был юноша, а решил спрятаться. И правильно сделал, потому что на поляне появился Шурале. Леший громко свистнул, и на его зов явились джинны, ведьмы и маленькие шуралята. Подвой ветра, грохот грома и нечисть всю ночь отплясывала свои дикие танцы. Шабаш закончился только с первыми лучами солнца, и чудища наконец-то попрятались по своим норам. А когда в лесу совсем рассвело, и солнце заиграло в каплях росы, на поляну опустилась стая прекрасных белых птиц.
собрался выйти из своего укрытия, но вдруг понял, что чудеса на поляне еще не закончились. Птицы, сбросив крылья, превратились в красивых чернооких девушек и пустились в пляс. Одна девушка-птица, подруги называли ее Сюмбике, была прекраснее всех. Статная, с золотыми волосами, она сразу очень понравилась Волтеру. Девушки увлеклись танцем и не заметили, как злой леший спрятал крылья прекрасной Сюмбике. Нарезвившись, красавицы обернулись птицами и улетели. И только
Сюембике, не найдя своих крыльев, осталась на поляне одна. Шурале вышел из своего укрытия и протянул девушке мохнатые лапы. Бедняжка закричала от страха. Балтыр, наблюдавший все это, не мог больше медлить и бросился ей на помощь. Исхитрившись, охотник защемил лапу Шурале в расщелине большого дерева и тем самым спас Сюембике. Красавица поблагодарила юношу и попросила найти ее крылья. Юноша, полюбивший девушку-птицу с первого взгляда, пытался отыскать спрятанные лешим крылья, но безуспешно. Тогда он предложил Сюембике пойти к людям в деревню. Глядя на пролетающие по небу стаи птиц, но скоро привыкла к деревенской жизни. Балтыр был очарован красавицей, его родители полюбили милую девушку, да и она не могла остаться равнодушной к пригожему охотнику. Одним словом, решено было сыграть свадьбу. Славная получилась свадьба. Пришли с подарками друзья, соседи, не обошлось дело и без сплетниц, которые шушукались, обсуждая гостей, их наряды, подарки и приготовленные угощения. Все с нетерпением ожидали появления жениха и невесты. Наконец, под радостные возгласы гостей вышли Сюембике и Балтыр. Медленно и торжественно свадебное шествие во главе с молодыми двинулось по деревне.
началось настоящее веселье. Деревенские музыканты играли так, что ноги взрослых и детей сами пускались в пляс. Завороженные смотрели гости на танец девушек с большим платком. Танцовщицы двигались плавно, а платок взмывал вверх, становясь похожим на купол шатра. налюбоваться на свою невесту, которая в свадебном наряде была еще красивее прежнего. Но он понимал, что девушка-птица будет всегда грустить о потерянных крыльях.
как на любой деревенской свадьбе, не обошлось и без ряженых. А один весельчак, нацепив вывернутый наизнанку тулуп, принялся изображать лесное чудище Шурале. В разгар веселья никто не заметил, как в толпе появился настоящий Шурале. Улучив момент, когда Сюмбике осталась одна, злодей протянул ей похищенные крылья. Жаль было девушке огорчать Балтыра, но уж очень хотелось хоть на мгновенье оказаться птицей. Надела красавица крылья, взмахнула ими, и в ту же минуту окружила ее огромная стая черных воронов и унесла в лесную чащу. Увидев это, понял Балтыр, что перехитрил его коварный леший. Схватил юноша факел и бросился за стаей воронов вдогонку. Вороны тем временем перенесли Сюмбике на волшебную поляну. Страшно сделалось девушке, но надежда на то, что Балтыр придет на помощь, не покидала ее. Шурале решил хитростью подсластиться к печальной красавице. Его ужасные слуги один за другим несли ей золотые украшения с драгоценными камнями, шелковые наряды и всевозможные сладости. Чтобы еще больше удивить девушку, леший в одно мгновенье выстроил на берегу озера золотой дворец.
привязалась Сюмбике к богатству и могуществу ужасного Шурале. Разозлился леший и решил ее погубить. К счастью, вовремя подоспел Былтыр. Охотник бросил факел и поджег лес. Сгорел лес, а вместе с ним исчезли в огне Шурале и его страшные слуги. Девушка-птица поднялась в небо, но улететь не смогла. Не смогла покинуть своего спасителя, ответить неблагодарностью на верную любовь. Сломала Сюмбике крылья и вернулась с Былтыром в деревню. Говорят, что жили они долго и счастливо. И только белые птицы, пролетавшие над Кырлаем, что-то грустно кричали своей подруге.